5 ноября Юргану исполняется 20 лет. Это сейчас наш телеканал распространяет телевизионный сигнал на территории всей Российской Федерации, вещает в формате высокой четкости, производит около 40 телевизионных проектов. А вчера появилась очередная площадка, где доступен наш прямой эфир, видеохостинг Рутуб. Ко всему этому мы шли без малого 20 лет. Юбилейный репортаж подготовила Анна Зубарева. В уже, кажется, таком далеком 2001-м для недавно созданного Коми республиканского телевизионного канала все начиналось по-спартански. Журналисты работали на подоконниках, столов и стульев на всех не хватало. В редакции ни одного телефона. Вместо новостных декораций в студии полотно, сшитое супругой технического директора. Но в том, что канал уже состоялся, сомнений не было. Когда был первый эфир, я тогда был инженером, запускал как раз программы в эфир, заранее готовился. За 20 минут, наверное, я уже держал мышку в руке и думал, что вот сейчас я нажму на кнопку и пойдет в эфир программа. Те 20 минут, наверное, длились дольше, чем 20 лет, которые прошли сейчас. Вопреки всему, коктейль из задора творцов и надзора мастеров получился термоядерным. Вышло по-настоящему новое ТВ. Журналистские расследования, новые для Коми специальные репортажи, программы о здоровье, спорте и музыке. И главное, новости на русском и коми-языках. Вот о чем был тот самый знаковый выпуск 5 ноября 2001 года. На этот час на пост главы Коми зарегистрированы 6 кандидатов. Итоги первого этапа выборной кампании будут подведены в полночь. Трактор, электростанция и мельница из подручного материала. Мастер-самоучка Виталий Петков скоро соберет вертолет. Заполярные игры в Иркуте. Для олейных гонок снег свозили со всего города. Это был исторический эфир. Новые лица, новые проекты, новые форматы. КРТК постепенно, но неотвратимо завоевывал зрителя, в том числе и благодаря тому, что прежде такого неограниченного опытом и рамками телевидения в Коми не было. Мы набили много шишек. Но именно в первые годы Юрган был особенно плодовит на запоминающиеся проекты. Об Амонде – программа «Звезды говорят». О личном – «Персона» и семейный альбом. О здоровье – «На приеме у доктора Пинхасова» и множество других. А еще наши корреспонденты всегда готовы примерить новое амплуа. То уходя в армию, то бросаясь с неба с парашютом, то сбегая в деревню, к природе. Сценария не было. Евгений фермер, он просто нас, то, что делает он обычно, он все это делегировал свои полномочия нам. И используя как бы наш труд. У нас тогда был ведущий новостей Денис Сидоров, вот, ему поручили выгулять корову. А нет, это был бычок, вот. Бычок был своенравный, когда Дениса опустили с ним гулять, было очень смешно, это как в мультиках. То есть бежал бычок, а сзади с веревкой колыхался Денис за ним. Среди журналистов Юргана сегодня есть признанные мэтры, родные для зрителя лица, которые посвятили журналистике всю жизнь. Татьяна Полуэктова, Александр Пивкин, Елена Красильникова. Теперь телеканал растит уже свои таланты. Обучает азам профессии, открывает путь в сложное ремесло телепроизводства. Многие из тех, кто участвовал в создании КРТК или сделал первые шаги на Юргане, сейчас укрепляют федеральный эфир в большом кино и даже документалистике. В них сыктывкарская закалка прямых эфиров, продюсирование, работа в самых сложных условиях телепроизводства. Всего 1 год проработала на Юргане, но это был очень и очень яркий год. Это была такая маленькая, яркая жизнь. Можно сказать, что я родился как оператор на кабельном телевидении, а воспитали, вырастили как оператор меня на Коми республиканском телеканале. Вообще много чему на Юргане научилась, потому что студентка еще начинала захаживать на телеканал и держать в руках микрофон, писать тексты, чувствовать себя более-менее уверенно в кадре. Это все там. Обедать за 5 минут, спать совсем по чуть-чуть. Это все сейчас очень сильно пригождается. В общем, Юрган на самом деле всегда до сих пор со мной, у меня в душе, в сердце, в воспоминаниях. Вот. Первый канал здесь, чаек пью, коллеги наблюдают, все, Первый канал, Форева, но возле сердечка-то, всегда Юрка. Приток новых лиц на Юргане никогда не прекращался. Молодые, дерзкие и амбициозные. Все они стремятся покорять эфир, сердца наших телезрителей.
Мне очень нравится, что к нам на телеканал «Юрган» приходит очень много молодых репортеров, которым по 20 лет, некоторым монтажерам нашим 19, и это совершенно другое поколение. Я такой журналист, классик, консерватор. Я умею только писать тексты, а они умеют и снимать, и монтировать, и они с этим уже родились. И сегодня у этих людей я очень многому учусь, потому что это уже другая журналистика. За эти годы журналисты, операторы, режиссеры, монтажеры и звукорежиссеры телеканала завоевали немыслимое количество наград, в том числе всероссийского и международного уровня. Но самый главный показатель востребованности – любовь нашего зрителя, дороже любого кубка. «Юрган» — это самый сильный журналистский коллектив в Республике Коми. Не побоюсь этого слова, наверное, и один из сильнейших в нашей стране. Это показывают рейтинги нашего телеканала. И если сравнивать то, как его смотрят, его популярность с другими такими же вещательными структурами, с национальным именно вещательным компонентом, то доля нашего телеканала, она в 3 раза выше, чем у таких же телеканалов по нашей стране. Это действительно достояние нашей республики. Я полагаю, что Республика Коми абсолютно уверенно может гордиться тем, что у нее есть такой телеканал. 5 ноября 2001 года Коми Республиканский канал вышел на постоянное вещание. Этот день и принято считать днем рождения государственного телевидения Коми Республики. С тех пор эфир КРТК, а позже Юргана, не прерывался ни на час. Сегодня представить Коми без ведущего национального телевизионного канала уже невозможно.